Вот счет фактуры за сентябрь месяц, отопление, статья 3871. Плюс почти 4000 рублей по сравнению с августом. И это только за отопление. Таким неприятным сюрпризом стала сентябрьская платежка за услуги ЖКХ для Нины Скрябиной. Она живет в 6-м доме на Столярова. Вот с сыном мерзли, болели весь сентябрь практически очень сильно. Вот. Что сказать? Ну, расстроены, конечно, таким большим платежом. Вот. За неоказанные услуги. Такая же ситуация и у ее соседей по дому. Говорят, она повторяется каждый год. Там, например, 28-го включат, а уже берут за полный месяц. Вот так вот было. 3514 рублей 65 копеек, а батареи холодные. Это дом на улице Музыкальная. Вопросы к графе отопления есть и здесь. Суммы в квитанциях выросли на 3500 рублей. У нас первый этаж, так как у нас подвала даже нет, у нас достаточно холодный вечер, ночью. И вот мы все время, можно сказать, вот сентябрь месяцы, когда в мае отключает, мы мерзнем, потому что у нас нет отопления, а за эти месяцы берут. От чего зависят начисления? Мы спросили в комитете ЖКХ Казани. Дело в том, что в этих домах нет общедомового прибора учета тепла. Все 8 месяцев им будут начислять одинаковую сумму. Платежки со строкой отопления поступают собственникам жилья в домах, не оборудованных общедомовыми приборами учета. В таких случаях плата за отопление производится по нормативам, рассчитанным на 8 месяцев отопительного периода, вне зависимости от фактического начала отопительного сезона, то есть производится с сентября по апрель. Как отметили в исполкоме города, сегодня в Казани порядка 450 таких домов. По словам экспертов, такие начисления регламентированы законодательством. Расчет идет по нормативу равными долями. То есть ранее у нас в Татарстане была система по 1/12, пропорциональные суммы на каждый дом, своя стоимость, потом был в конце перерасчет или возврат денежных средств. То, что сейчас в республике оплата по 1/8, это касается только многоквартирных домов, в которых нет возможности установить общедомовой прибор учета отопления. Специалисты говорят, общедомовые приборы учета тепла должны быть везде. Однако в домах, где нет подвалов, и в общежитиях нет технической возможности их установки. Поэтому жителям придется платить по нормативу все 8 месяцев одинаковую сумму. Рамиль Галиуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.